Салам, hurmatli vatandaşlar. Здравствуйте, дорогие туркменистанцы. Все мы стали свидетелями ужасных наводнений, которые произошли за последние дни. И охватили они в основном, практически весь Ахальский вилаят, ну и Марийский тоже, и Мары, и Байрамали, и Теджен, и Сиракс. Все села, и Кахкай, Душок, все, буквально все, вплоть до Ашхабада. В Анау вода затопила около 1000 домов, и вместо того, чтобы оказать помощь этим людям, этот Харамдак со своим сыном-засранцем направляет туда силовиков, которые пришли и отнимают телефоны у людей, чтобы они не снимали, не записали это видео, как эти дома уже в своих домах, они по пояс стоят в воде. Отнимают у них эти телефоны. Около 1000 людей. Представьте себе, какое беззаконие, какая расправа психологическая. Посмотрите, что происходит. Как это так? Вы должны, наоборот, помочь людям. Вместо этого дай телефон, они скрывают. В Афганистане, в Иране тоже были вот такие же дожди, да и наводнения были. Но там никто не скрывает. Это видно по телевизору. Скрываешь ты, Харамдак, и ты засранец. Это вы боитесь международного общественного мнения. Это вы скрываете землетрясение в Небедаге. То, что произошло в Лебабе. Теперь вы наводнение скрываете. Как ты хочешь скрыть это? Как вы будете скрывать? Придурки. Весь Ахал, вплоть до Теджена и Сиракса, Мары, Байрамали, Сиракс, Теджен, Душок, Кахка, все это просто там невозможное положение. В Ахале точно так же, все плывет. Кизиларват, Карыкала, Бендесен, Пурнуарт, Гоч, Бами, Бörme, Арчман, Бехерден, Дурун, Гараган и Актепе невозможно просто. Яраджи, Göktepe. Я эти дурунские снимки сам узнал, потому что я в 1983 году ходил в конный пробег. Я эту особенность этих гор, откуда идет с Нохура, идет вода, поток идет, Арбаз. Через него, я сам проходил через него на лошадях, и выходит прямо на Дурун, на эти источники. Поэтому я это сразу узнал. Эти 3 коробки, которые там прячутся возле забора, это Дурун. Что там скрывать? Наоборот, он там интернет ловит людей, вы не показываете и так далее. И самое главное, ты свой город Харамдак еще не открыл, а там уже вода плывет по улицам. В Харамдаге. А как она у тебя не будет, если там рядом стоит Хурмонт, заливает, а у тебя не будет, что ли? Конечно, будет. Еще хуже будет. Потому что ты идешь против воли Аллаха. Понятно? И ты засранец, и ты Харамдак. Ты скрываешь. А куда ты скроешь это? Ты видишь, что с каждым разом народ все больше и больше показывает. И ТикТок не остановишь. Там уже все это, кто успел, как ты успел. Если бы ты мог бы остановить, придурок, Харамдак, я к тебе обращаюсь. Ты бы остановил, когда ты шлепнулся с лошади и чуть не сдох. Выжил, к сожалению. Как ты это остановишь? Народ будет пробуждаться. А как же? Он должен пробуждаться. И я теперь хочу обратиться к этим людям, которые пострадали и в Безмиине, и везде, во всех. Посмотрите, что происходило в Лебабе, что происходило в Балканском вилаяте, в Ташаузе. Если этот вилаят не задело, предположим, Мары и Ахал, молчим. Молчим, никто особенно не возмущается. Теперь Ташауз и, Лебаб нормально, прекрасно, слава Аллаху. А теперь на вас пошло. И как вы думаете, люди, почему это происходит?
Ведь беда и проблема в том, что вот эти люди, которые сегодня у нас живут в Туркменистане, попали под такой пресс этой диктатуре, что часть из них пытается просто, значит, бизнесмены, они вот научились, знают, как давать взятки, кому давать, у кого брать. Наши все, кто ходит с погонами, все буквально службы, у них руки замараны в крови. Это вас диктатура специально замарывает. А? В преступлениях вас, а он один на тот свет идти не собирается. Но вы как-то относитесь к этому. Народ должен обязательно проснуться. Как можно молчать? На территории Туркменистана более-менее реагирует у нас вот этот вот, значит, вилаят, это вот Лебабский, реагирует. И в Балкане у нас вот это Казанджик и Небеддак. Вот дай Аллах здоровья и благополучия им всем. Они молодцы, хотя бы перестали молчать. Но вот остальные три вилаята, зачем молчать? Кого бояться? Вы посмотрите, вы думаете, просто так происходит? Аллах показывает, потому что тиран – это плетка Аллаха. Он хлыщет вас. Почему в нашей стране тиран за тираном приходит? Харам Баши, Харам Дак, его сын засранец. И так не будет кончаться, пока народ сам не скажет: слушайте, хватит молчать. Почему кто-то должен говорить, а остальные говорят: ай, боляла. Как это боля? А? Вы промолчали с ковидом. Правильно? Ни одна страна в мире не молчала. Даже Северная Корея признала это. И весь народ Туркменистана промолчал. Все молчали, смирились. Что, на этом разве заканчивается? Как можно? Это вы такие мусульмане? Это вы так верите в Аллаха? А? Вы не боитесь Аллаха? Вы не боитесь? Природный катаклизм управляется Создателем миров. Все, ничего не шевелится даже без воли Создателя. А вы еще на кого надеетесь вы? На кого рассчитываете? Если вы пренебрегаете тем, что не спаслал Всевышний, сказал: от вас деяние, от нас благодеяние. Если вы этого не соблюдаете, а как же тогда вы хотите? Вы посмотрите на этих людей, которые ходят возле него, которые хлопают и возле него поддерживают, и потом приходят среди вас и говорят: да, вот я Шули, вот спасибо ему там, и значит, дай Бог ему здоровья, долгих лет и так далее. И вот эти вот проповедники проплаченные, плакальщики, хлопальщики, чепекчи, они же все харам, они же враги народа, предатели народа. Они среди вас живут. Как вы их терпите? Вы не знаете, где они живут? Вы не знаете, сколько у них детей и где учатся их дети? На каких машинах они ездят? Вы не знаете? В каких домах они живут? Вы не знаете? Вы не осознаете, какой ценой все это получено? Это получено ценой вашего угнетения, ценой ваших страданий. Потому что они говорят: да, все правильно, он молодец. И вы им, когда они возвращаются к вам, это ваши соседи, это ваши родственники. Вы живете на одной улице, в одном городе, и вы все молчите, ничего не говорите. Почему среди вас есть взрослые, яшули, или наши какие-то там женщины, джигиты, у нас девушки, почему они не придут? Ты что делаешь? У нас такая проблема в городе, у нас вокруг такое положение. Ты почему сидишь, говоришь? Посмотрите на них, на эти зажравшиеся морды. Они решили свои проблемы? Они протаскивают идеи тотальной диктатуры, поддерживают их. Запомните, это ваши враги. И вот то, что происходит сейчас, такого я тоже много прожил во время Советского Союза и после. Мы много прожили в Туркменистане. Но такое, след друг за другом, год не год, тут же какие-то.
В прошлый раз в Либабе было вот это вот положение, он побежал там, значит, помогать, вот он, значит, гуманитарная помощь Афганистану. Его этот вот отец придурок, Милли Питер. А? Теперь этот засранец. В Иране там, значит, случилось вот это вот несчастье, погиб их президент. Он вместо того, чтобы, значит, сказать, вот там людей, там, значит, МЧС и так далее, тебе должны помогать, идиот. Ну, вокруг нас есть же ведь центральноазиатские государства, нужно пользоваться, а ты скрываешь, а? А ты свои там 2 вертолета дашь в Иран на поиски. Без тебя обойдутся. Хмырь несчастный, боже мой, куда ты лезешь, а? Заигрывает он. Ты своим народом займись, у себя дома наведи порядок. Чё ж ты взял за горло народ, а? Отнимаете вы телефоны, да? Нельзя, интернет зажимаешь. Но будешь отвечать ты. И будет отвечать твой весь тухум. Потому что народ имеет право. Халкın hakkı var.